Фейерверки, подарки и заветные желания под бой курантов. Как встретили Новый год в Ингушетии? Праздник праздником, а они на рабочем посту. В правительстве работает оперативный штаб. Болеем за Маку Албагачиеву. Ингушская исполнительница участвует в конкурсе «Новая звезда». Приветствую, вы смотрите новости. Новый год, новые планы и надежды. Миллионы людей от Чукотки до Калининграда загадывали желание под бой курантов, а праздничные гуляния длились всю ночь. Самые теплые и самые искренние поздравления в первую ночь в году выражали сотни людей на площади Алания в Магасе. Известные артисты порадовали публику своим творчеством, а главный экран в городе транслировал поздравительную речь лидера страны. Но и кульминация вечера, конечно, стал салют, озаривший небо над столицей. Атмосферу праздника в прямом эфире передавала телезрителям национальное телевидение. Зарема Евлоева подробнее. Желаю в этом году, чтобы было очень много радости, счастья в доме. Улыбайтесь всегда, дарите людям добро. Желаю всем добра. С Новым годом, с 2018. Я поздравляю маму и папу и сестру с Новым годом. Поздравления и пожелания сыпятся как конфетти. Новогодняя ночь всегда пропитана волшебством. Даже в этом году, когда вместо снега до сих пор зеленеет трава. Площадь Алания уже по традиции эпицентр торжества. Взрослые и дети верят в прекрасное будущее и в этот вечер с большими планами и надеждами шагают в 2018. Выступление артистов ингушской эстрады, зажигательная лезгинка, как эстафета, передающаяся на всю толпу. Каждый ребенок старается изо всех сил, чтобы понравиться Деду Морозу. Скоро в гости к нам придет веселый Новый год и подарков целый воз приготовит Дед Мороз. Хочу свой снежинок взять и с ними вихрь станцевать. Эй, снежинки, полетите, со мной в танце закружитесь. На главной елке в столице Новый год встретили несколько сотен человек. Я хочу воспользоваться этим прекрасным вечером и прекрасным настроением, чтобы поздравить всех жителей Ингушетии от мала до велика с наступающим новым 18-м годом. Пусть этот год принесет нам и всем жителям республики здоровья, счастья, чистого неба, и чтобы мы всегда были в хорошем настроении и в дружеском расположении друг к другу. Поздравляю своих соотечественников с наступающим 2018 годом и желаю, чтобы у всех было все лучше, чем в нынешнем году. С наступающим 18 годом. Желаю счастья всем, здоровья всем, в общем, все, что вы хотите себе пожелать. До 12 осталось несколько минут, и все внимание на главный экран. Поздравления с Новым годом звучат от президента России Владимира Путина. На фоне Кремля и Красной площади главное лицо страны прежде всего пожелал счастья тем, кто, несмотря на праздник, выполняет свой трудовой и ратный долг. Дорогие друзья, на пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год. Но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас – это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах,
нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом! Уходящий год был для каждого разным. Каждый в эту ночь подводит свои личные итоги. Для республики 2017 прошел плодотворно. Присоединяется к поздравлениям глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Дорогие жители республики, Хамсеры, Бежири, Южири, мы провожаем сегодня 2017 год. Год 25-летия нашей любимой республики. В уходящем юбилейном году мы добились больших успехов, как в социально-экономическом развитии, так и в общественно-политическом плане. Мы вместе трудились на благо республики, всей страны, укрепили стабильность и безопасность, успехи в здравоохранении, образовании, спорте, культуре, сельском хозяйстве и промышленном секторе – это итог работы всей команды, всех слоев населения и, конечно, колоссальная помощь федерального центра. В новом году мы продолжим развитие. Мы сделаем все, чтобы темпы строительства не сбавлялись. Дорогие друзья, наступающий 2018 год – это год больших планов и надежд. Год продолжения динамики развития нашей республики. Одним из главных политических событий Нового года – это выборы президента Российской Федерации. Уверен, мы качественно проведем выборы, примем самое активное участие, выберем достойного президента России, который не только продолжит, но и приумножит достижения нашей великой страны. Дорогие жители республики, в наступающем году берегите себя, родных и близких. От всей души поздравляю вас с новым 2018 годом. Желаю мира, добра, согласия каждой семье. Пусть Новый год станет для нашей республики, для всего нашего Отечества годом добрых перемен, годом укрепления мира и согласия. С новым 2018 годом, с новым счастьем. В новом году много новых дней, а значит столько же новых шансов. Старт им дан в тот момент, когда отгремели последние фейерверки. Зарема Ивлоева, Залина Магушкова, Мака Килиматова, Рахман Цуров. Новости 24. Ну и пока жители региона отдыхают в праздничные выходные, экстренные службы работают в усиленном режиме. По поручению главы республики создан оперативный штаб при правительстве региона. В случае ЧС граждане могут обратиться на горячую линию, проблему их решат в кратчайшие сроки. Репортаж Лейлы Гайсановой. Жители Ингушетии с размахом отметили Новый год. Пока многие отдыхают дома, оперативный штаб, созданный в правительстве Ингушетии, работает в круглосуточном режиме, принимая звонки от жителей региона АЧП. Чаще всего люди обращаются с жалобами о перебоях с электричеством. В адрес МРСК поступило 11 звонков. Все вопросы были устранены максимальным сроком. Сегодня поступил один звонок от жителя первого микрорайона Малгобека по улице Волгоева. Там из-за замыкания произошел пожар. Мы сразу позвонили главе администрации и в РЭС. Дозвониться в оперативный штаб можно по номеру 55 14 23 и позвонив на мобильный 8 928 747 75 44. В штаб, кроме представителей МРСК, входят также «Газпром» и «Водоканал». Несколько обращений было по водоснабжению, но и эти проблемы в рабочем порядке были решены. С утра сегодня был один звонок в селении Кажево по улице Яндиева. Там не было воды. Мы тут же связались с администрацией Кажева и устранили
вот этот вопрос. А вот газовики пока практически сидят без работы. За эти несколько дней не было ни одного случая, при котором нужно было бы привлечь выездную бригаду. Звонков с перебоем газоснабжения в оперативный штаб не поступало, чему мы очень рады, в связи с тем, что новогодние праздники и газ поступает абонентам. При поступлении звонков работа будет вестись в оперативном порядке. Кроме того, в эти дни дежурят во всех министерствах, ведомствах и в органах местного самоуправления, а также начальники структурных подразделений аппарата правительства Ингушетии. Каждый составляет справку, отчет, сколько обращений, какие были и какие меры были приняты. Все данные передаются курирующему в выходной день заместителю председателя правительства. Есть телефонные звонки у нас за прошлые сутки. Связанные они были... Основной был связан с отключением электроэнергии в Карабулаке. К сожалению, этот период времени, когда не было света, это было с 23:00 до 0 часов. То есть тот период, пик, в общем-то, празднества, к сожалению, из-за выхода из строя трансформатора там света не было. Но он был устранен. Оперативный штаб будет работать все выходные. На такие случаи, как сбоев газа, воды и энергоснабжения, предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных и оперативно-выездных бригад. Лейла Гайсанова, Гапурчах, Киев. Новости 24. ДТП со смертельным исходом произошло на федеральной трассе недалеко от кирпичного завода в Карабулаке с участием 2 автомашин, в результате которой погибло 3 человека. По предварительным данным, водитель БМВ выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Как известно, в «Ладе» находилось 5 человек, и все они с многочисленными травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Из них при доставлении в больницу скончались 2 женщины и 9-месячный ребенок. Водитель и другая пассажирка находятся в больнице. Сам водитель БМВ с многочисленными травмами доставлен в больницу. По данному факту сейчас госавтоинспекцией и следственным отделом Назаранского района проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза. После окончания этих экспертиз виновный дорожно-транспортное происшествие будет установлено. Пока сейчас проводится проверка. Но мы видим по трассе, по федеральной трассе, вот, имеется сплошная линия. Вот, по предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, нарушил сплошную линию, допустил столкновение по предварительным данным. Далее расскажем о судьбе отважного человека, ветерана Алаудина Шайдиева. В армию он был призван за несколько месяцев до начала Великой Отечественной. Воевал под Сталинградом, выжил в самых ожесточенных схватках той войны и вернулся к родным. Последние годы ветерану не здоровилось, но тем не менее он принимал участие в важных патриотических мероприятиях и рассказывал молодежи о тех закаляющих дух событиях. Считал это своим долгом. Недавно героического солдата 40-х не стало, но память о нем жива. Репортаж Маки Келиматовой. Алаудин Шайдиев родился в 1920 году в селе Базоркино. Там же закончил семилетку и поступил во Владикавказский техникум. После его окончания продолжил учебу в Ростовском институте народного хозяйства. Начал посещать аэроклуб и заниматься парашютным спортом. Все это помогло еще лучше подготовиться к службе в рядах Красной армии, куда Алаудин был призван за 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны. Час начала войны была в летнем лагере к западу от Харькова на километров 60. Вот там я узнал война. Несмотря на весьма преклонный возраст, Алаудин Шайдиев сохранял удивительную ясность мысли и крепкую память. Эти воспоминания вызывали боль за все перенесенные страдания, гордость за их достойное преодоление. Ветеран рассказывал о своих боевых товарищах, которые не щадили собственных жизней ради спасения Родины. Ни дня, ночи не было спокойно, потому что то бомбежки, то разведчиков где-то сбросили, парашютистов и так далее. Постоянно, значит, в движении, в поисках и так далее продолжали находиться в городе Харькове. Несмотря на проблемы со здоровьем, ветеран часто встречался с молодежью и рассказывал о своем жизненном пути.
дигмотик худерога, дика худерер, дика худерер. Так дика халар долгама кайгыз халдез. В 2007 году произошло еще одно яркое событие его жизни. Он участвовал при вручении городу Малгобек грамоты города воинской славы. Устояли. Он все же захватил Малгобек, центр захватил, но дальше ему не дали возможность. Причем и вскоре, через 3 месяца после захвата, его отсюда выгнали, можно сказать, отмечая подвиги малгобекчан в борьбе с этим врагом, учредили звание «Город воинской славы». В 2015 году ветеран Алаудин Шадиев по приглашению российских властей принял участие в военном параде в Москве. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей военных лет становится все меньше, но народная память хранит их подвиги и неслыханные страдания. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова обращены ко всем ветеранам, которые не только подняли из руин и пепла родную землю, но и возвысили ее своим героическим трудом. Мака Келиматова, Фериде Миржоева, Новости 24. Солистка культурно-технического центра МАГАСа Мака Албагачиева представит Ингушетию на всероссийском вокальном конкурсе страны «Новая звезда». Мака уже третья по счету участница проекта из нашей республики. Сцену она покоряет с 5 лет. Сейчас ей 19, и она достигла немалых высот. Побеседовал с исполнительницей Зелимхан Калоев. Сильный и уверенный голос солистки культурно-технического центра Маки Албагачиевой уникальной своей чистотой и силой. Девушке всего 19, но несмотря на столь юный возраст, она уже успела достичь немало высот в карьере. Серьезность своих намерений стать самой яркой звездой не только ингушской сцены она начала доказывать еще в 5-летнем возрасте. Сейчас же Мака представляет свою республику на федеральном уровне, на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Это была большая ответственность представлять свою республику в таком масштабном конкурсе, так как я впервые участвовала в таком большом проекте. Ранее я еще участвовала во многих конкурсах республиканских, международных. А вот в таком большом проекте это было первое мое участие. И, конечно же, были волнения, переживания, все это, я смогла все это преодолеть с помощью поддержки. Имя певицы Маки Албагачиевой ингушскому зрителю известно давно. Впервые о талантливой исполнительнице заговорили на республиканском вокальном конкурсе «Песенка года» в 2011 году. А вот в новую семью телепроекта «Новая звезда» Мака окунулась быстро. Не чувствовалась такая конкуренция между соперниками. Все были очень сильными. Я очень рада, что мне выпала честь представить нашу республику и что мне удалось познакомиться с такими талантливыми, удивительными людьми. «Новая звезда» – очередная музыкальная вершина всероссийского уровня, на которую она пытается взойти. Свое начало конкурс берет еще с 2015 года. Тогда нашу республику на этой площадке представила талантливая певица Айна Гитагазова, которая с фурором прошла во второй тур конкурса, исполнив песню «Магаз», а после успешно сумела пройти в финал. Годом позже Ингушетию на конкурсе представила Дануша Ухалова, которая также завоевала сердца жюри и телезрителей. И вот, наконец, свое право на победу выдвигает Мака Албагачиева. Она еще и студентка 3-го курса Ингушского госуниверситета. Так как я учусь на заочном отделении, у меня получается и работать, и учиться. Очень сильно люблю свою работу, свое дело, то, чем я занимаюсь. Большую часть своего времени Мака проводит в студии звукозаписи или с педагогами по вокалу. С Марием Харсиевой вокалом она занималась 4 года, после чего в культурно-техническом центре ей предложили стать солисткой. Талант девушки не остался незамеченным. Мака пришла к нам в студию, она была совсем маленькой девочкой, и уже сейчас можно наблюдать, как Мака выросла, похорошела. На сцене Мака себя чувствует очень спокойно, свободно и может подать любой материал с изюминкой. Почти такой же путь к сцене проложила для себя и Фатима Мизиева. Правда, профессионально вокалом девочка стала заниматься чуть позже. В победе своей коллеги она и не сомневается, ведь они не раз вместе выступали на различных вокальных конкурсах и занимали призовые места. Мы с Макой участвовали в многих конкурсах, а она занимала всегда лидирующие места. И я думаю, в этом конкурсе она покажет себя на все 100%.
Посмотреть, а главное и поболеть за Маку можно будет уже на днях. Сейчас ей как никогда требуется поддержка земляков. Эфиры конкурса запланированы с 1 по 7 января. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Это были все новости. До новых встреч на Национальном.